Комиссию собрали, документы подготовили и направили командованию. Однако отпускать Михаила не торопились. Все-таки такие профессионалы среди мобилизованных на вес золота. Командиры вообще там были против. Жене сказал, что надо это документы хотя бы кто-нибудь там фотографировал с дивизии, отправили, и тогда на эту фотографию что-нибудь сделаем. И мне отправили фотографию. Я, короче, командира, вот как только получил вот эту фотку, да, уже видел, что в выписке есть приказы на увольнение, я сразу вышел, а командиру взвода сказал, что у меня приказ пришло. Он говорит, не знаю, говорит, приказ еще нету, говорит. Вот так сказал конкретно. А потом выхожу на улицу, машина едет, ровно как раз. Смотрю, это замкомандира полка по воспитательной работе, именно Уфа, замполит, да. И я, короче, его свищу, останавливаю машину, а говорит, Барбер, что ты, говорит, что ты свистишь, говорит. Так разговаривали, Уфа. Я говорю, товарищ полковник, говорю, у меня, короче, вопрос такой, говорю. У меня пришло вот приказ, как мне быть, говорю. А там бумаги нету, говорю. Как мне быть? Смотрит, говорит, поздравляю, говорит, иди домой, говорит, все, езжай, говорит. И я сразу пешком, это почти 10 километров было, там до Любимовки. Автомат, там броник, там сразу штаб. Пошел пешком один. Там, короче, пришел к командиру, начальнику штаба, Коршун у нас был, начальник штаба. Я говорю, товарищ капитан, вот дело такое. Пришло вот это. Давай, говорит. Короче, распечатали, подписал. А рапорт 3 раза написал, переписал. Из волнения, наверное, или ручку долго не держал, как говорится. Попрощавшись с боевыми товарищами, Михаил уехал на родину. В Якутск он прибыл 8 марта, сделал подарок встречающей его жене. Несколько дней отдохнул и вышел на работу. На улице весна, и вся республика готовится к прохождению паводка. Все равно, как на войне. Надо быть готовым ко всему и отразить тоже вот эту чрезвычайную ситуацию. Я быстро адаптировался, потому что у меня тыл хороший, жена, там, дети все время поддержали. И поэтому и работу очень люблю. Поэтому сразу вник. Новые здания еще ввели в то время еще. Службу, вот именно в Вилюйском поисковом спасательном отряде. Вот поэтому, работы очень много было.